Я хотел показать и рассказать то, что здесь наше полностью меню сделан на основе вкусного татарского словаря. То есть наших всех гостей и туристов мы знакомим, в принципе, с татарским языком. То есть, открывая его, мы видим то, что там ли это вкусно, но по-другому мы готовить не можем. Поэтому должно быть вкусно, да, салям. То есть, наши бабаи здороваются всеми сами, здравствуйте, проходите. Но здесь уже, в принципе, тоже первое слово приветственно, да, здравствуйте, привет. Вот. Ну и, в принципе, каждое блюдо рассказывает про какое-то название. То есть, допустим, яшель, это цвет, в принципе, зеленый цвет. То есть, мы используем у себя в меню зеленый горошек, и, соответственно, из него готовим хумус. То есть каждый продукт и каждый, в принципе, несет в себе какое-то слово и смысл нашего татарского языка. Вы знаете как? Я сегодня вам представляю наш национальный продукт. Это бульон с треугольником. И все меню, на самом деле, построено на национальном продукте. У нас в меню есть авокадо и семга. Но это, в принципе, модный и сытный продукт, да, то есть без него никакая кухня не обходится. Но максимально мы настроены на локальном продукте. Локальным раз, халяльным два, то есть и с местными фермерами, которых мы поддерживаем, работаем, это три. Вот эта история, в принципе, наш стиль, наш вкус и наш тренд, который мы поддерживаем. Мы занимаемся еще и экспедицией татарской кухни, как она сделана, потому что татарская кухня не ограничивается только Татарстаном. Мы катались, допустим, в Пензу. В Пензе тоже есть татары, у них есть тоже своя диаспора, которые готовят вкусные, интересные вещи. То есть мы оттуда привезли очень много рецептов и адаптируем их. То есть пытаемся показать и рассказать, да, то есть которые скоро будут представлены в нашем новом меню. Ну что, как я говорил и ранее, то что мы любим, когда у нас столы забиты все. Это произошло. Мы видим то, что здесь у нас представлено блюдо, называется тулпар, летающий конь. Это вырезка из конины. Здесь такой розовый, более красный цвет. Это тут крепкий куриный бульон с добавлением паприки, такой крепкий куриный бульон, да, из конина, бульон и молодой картофель. Здесь у нас представлено блюдо из барашка, запеченное, которое в печи готовим, с перечным соусом. И, конечно же, у нас здесь традиционная наша губадья. Губадью раньше привыкли и сейчас подают, на самом деле, большим пирогом. Мы делаем ее маленькой такой порционной штучкой. Все удивляются, да, как мы сделали из риса десерт. Здесь тесто, кырт и изюм с яйцом. Кырт — это вообще жареный творог. Чтобы раньше творог не портился, его запекали, жарят, варят, соответственно, у него увеличится срок годности. Далее, с чем я хочу вас познакомить. Здесь, вот вы попробовали сейчас ишпичмак, а в виде десерта у нас есть такой ишпичмак-кейк. Это десерт в виде треугольника со вкусом облепихи. Опять-таки локализация полностью продукта. Далее, я его поставлю, пока вы обязательно к нему придите, попробуйте. Мы здесь для вас подготовили медовый торт по рецепту моей бабушки Коржи. Далее, мы его адаптировали более современной подачей, подаем его соленой карамелью, варенье из шишек и мороженое из ряженки. Ряженка — такой национальный кисломолочный продукт. Верно? Отлично, вы заберете потом. Ну и самое такое, мне кажется, главное, я возьму ножик, да, и расскажу про этот продукт. Можно мне вот это яичко? Да. Здесь у меня куда курочка несет свое яичко, да, это толкыш-клеве, это такая татарская сладость, которая готовится из сахара. Здесь у нас яйцо покрыто пищевым золотом. Внутри в виде белка у нас творог, в виде желтка опять-таки еще раз кырт. Потому что кырт практически нигде не представлен, кроме как губади, либо просто отдельной сладостью. Но мы из него сделали десерт. Я сейчас так разрежу и покажу то, что здесь ручная работа. Сюда я покажу. Это ручную работу. Белок, желток и яйцо. Да. Вот такой вот мы занимаемся историей, где мы рассказываем на самом деле про продукт. Вроде бы яйцо, такая татарская кухня, более схожа с деревенской кухней, да? То есть, в принципе, откуда вообще взялось яйцо? Вот оно, в принципе, посыл. Но в виде посыла такого это есть десерт. Еще мы его поливаем соусом, который сделан на основе меда и чабреца. Чабрец — это такая татарская трава. Ну и, соответственно, крепкая жирная сметана. Ну что, я рад вам, что все понравилось. На самом деле, Татарстан и Казань — гостеприимный город, мы гостеприимный ресторан. Мы стараемся всегда удивлять, показывать, какая должна быть национальная татарская кухня. Ну и поэтому рады вас видеть снова будем. И уже и летом, потому что летом много тоже вкусного и интересного. Вообще наш регион же, он такой более летний. Это весна поздняя, большое лето и хорошая осень. Соответственно,
там больше обилия национального продукта еще выкатываем, даем, и поэтому здесь еще готовы вас удивить и показать, насколько мы бываем вкусными и национальными. До новых встреч, ждем вас снова.